Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Удивительные события ближайших дней. Давайте посмотрим, что же такое необычное и удивительное случится с вами в вашей жизни в самые ближайшие дни. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками по закрою, потому что все закрыто, это вы слышите и узнаете. Так, давайте разбираться, что же вас так сильно удивит. Я хочу начать не по порядку, а именно с этого фрагмента. Здесь стоите вы, и в руках у вас две рыбки, две большие рыбки. Они уже пойманы. И вы их держите так перед собой, да? Рассматриваете, любуетесь. Красота. Девушки, женщины, мои хорошие, да и мужчины. Смотрите, здесь две рыбки говорят о том, что у вас и денежка будет, и личным вы тоже будете очень довольны. То есть и деньги, и любовь, два в одном. Две рыбки сразу. А у кого-то отыграется какая-то двойная выгода, двойная прибыль, двойной доход. Это просто чудесно, это просто замечательно. А здесь сразу и совет. Хорошим ни с кем не делитесь, не делитесь. Люди вас окружают очень такие, знаете, неспокойные, да, неспокойные, завистливые, либо расстраиваются, да, если у вас все хорошо, они расстраиваются. Лучше это при себе оставьте, да, свою радость при себе оставьте, доходы, любовь, да, дома сами с собой порадуетесь. Вот. А окружающим не стоит об этом знать, это будет правильно. Ну вот двойная выгода, либо любовь и деньги, все едино. У вас прям в руках, рыбки уже пойманы, здесь и сделать ничего не надо, они сами к вам в руки прям попросились. Ну, замечательно. Так, а за спиной у вас дорожка. Дорожка в светлое время суток. Дорожка, которая приведет вас к какому-то договору, общению, договоренности. Знаете, как сделка, может быть, какая-то даже пройдет. Знаете, как-то все легко, легко. Легко. Может быть, вы там себя настроили, что там нужно будет что-то делать, доказывать, уговаривать, упрашивать. Нет, нет, вам там будут рады, вас там будут ждать. Все очень быстро, удачно, без всяких подводных камней, без всяких там препятствий, да, все пройдет очень легко. Еще раз. Так, давайте теперь вернемся к корню рисунка. В корне рисунка есть человек, который что-то прячет. Прячет и от вас, и от всех, но вы об этом узнаете, либо вы это увидите, либо с поличным поймаете этого человека. Вас это очень удивит. Сразу хочу сказать, что человек ранее не отличался стремлением к тому, чтобы что-то прятать, либо скрывать. Вы то ли подсматриваете за этим человеком, то ли, знаете, как внезапно появитесь и все увидите своими глазами. Смотрите, человек с вас, скорее всего, будет брать какое-то честное слово, что вы никому не расскажете. И еще этот человек перед вами откроет свою тайну, да, почему он прячет, либо что это, что он прячет. Этому вы очень удивитесь. Вы могли подумать что угодно, но только не это. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но удивление и впечатление здесь просто на несколько дней. Будете ходить и все время об этом думать. Так думать, плечами пожимать. И сами с собой будете рассуждать, как это вообще возможно, а как вы раньше этого не замечали, либо как вы не догадывались об этом. Здесь как вы станете случайным свидетелем, либо вот так получится, да, что с вами тайной поделятся. И да, после этого случая вы как-то поменяете свое отношение к человеку, который прятал.
Кстати, девушки и женщины, для вас очень хорошая новость. Девушки и женщины, которые с мужчиной жили, либо до сих пор живут. Если вы проживали, либо проживаете на одной территории, скорее всего, вы заначку найдете, заначку своего мужчины. Это не обязательно деньги, там может быть что угодно, пусть это будет для вас сюрпризом, но вы точно найдете. Может быть, уборочку какую-то будете делать, может быть, знаете, как сама рука потянется, но что-то вы найдете. Найдете заначку, узнаете, где у белки гнездо. Ну, что есть, то есть. Так, еще кто-то вас будет соблазнять, либо на что-то подбивать, уговаривать. Предложение, в принципе, такое заманчивое, но ваше чувство самосохранения, ваша интуиция просто будет бить в набат и кричать: нет, 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 только не это, не соглашайся, не иди, не делай. Пожалуйста, послушайте свою интуицию, прислушайтесь к самой себе. Поверьте, там явно есть какой-то подвох. Либо, знаете, вот есть такое плохое слово, да, вот хотят с вами вот что-то нехорошее сделать, да. Поберегите себя, поберегите свои средства, поберегите свое время. И лучше избежать этого соблазна, чем потом сожалеть, либо исправлять. Там какой-то человек, знаете, круть-верть, не очень хороший, не очень приличный. И вы понимаете, вы слишком доверчивые, вы слишком добры, и вы как ребенок иногда бываете. Вот, пожалуйста, берегите себя, берегите свои средства и не попадитесь в эту замануху. Так, еще мужчина, который бежит в одну сторону, а вы от него бежите в другую сторону. Здесь люди либо о чем-то не смогут договориться, либо будут соперничать, да, соперничать, кто лучше, кто сильнее, кто состоятельней, кто там более умелый, да, какое-то соревнование, соперничество. Значит, мои хорошие, вы так от друг друга побегаете, а потом в одной точке и встретитесь. Здесь между вами знак равно идет. Вот как хотите, принимайте эту информацию, но между вами знак равно. Не теряйте время попусту, да, лучше живите, радуйтесь, любите, наслаждайтесь друг другом, чем вот эти споры, вот это вот докажу, покажу, это ни к чему хорошему не приведет. Вы попусту тратите свое время и совершенно не тем занимаетесь. Так, мужчина на букву «Л». Может быть, это прозвище, может быть, это фамилия, может быть, кстати, даже должность. Что-то умное решит, либо придумает. То, чего от него никто не ждет. Либо, в принципе, что не предполагается от этого мужчины. Здесь фурор. Идет фурор. Здесь будет очень много разговоров об этом мужчине, о его предложении, о его словах. Может быть, даже письмо какое-то напишет. Но, в общем, разговоров будет много. И вы тоже будете под впечатлением. Неоднозначно идет впечатление. Как и в плюс, так и в минус может отыграться. Так, мужчина оседлал волка. Волка оседлал, сам сидит, боится, ножки трясутся. И волк тоже такой напуганный, мчится куда-то в совершенно непонятную сторону. Но это припугнуть каких-то лихих людей. Столкнуться с злом и это зло, грубо говоря, под себя подмять. Мужчины, это скорее для вас, либо для женщин, у кого такие вот матерые мужчины, боевые. Смотрите, волк попался маленький, да? Но это не значит, что вы там теперь супергерой, и вы можете пойти там любую банду разогнать, да? Не обольщайтесь, вы извините, но скажу как есть, не обольщайтесь. Здесь вам, грубо говоря, повезло. Волк маленький, зубы короткие и сам такой пугливый. Пожалуйста, не геройствуйте, и поверьте, в следующий раз может так не повезти. Да? Волки разные бывают. Вот. Берегите себя, и все надо делать со здравым смыслом. Вот. Это геройство, оно ни к чему хорошему в будущем не приведет. Лучше пусть такими геройствами занимаются те, кому положено по званию, по должности, да? А не вы. Вы мужчина хоть куда, вы молодец, вы защитник, вы смелый, но это уже как-то, знаете, на грани. Вот, берегите себя. И вы, женщины, пожалуйста, мужчин своих похвалите, но возьмите с них честное слово, больше такого не делать. Вот как, знаете, шуганет кого-то, припугнет, да, какого-то нехорошего человека. Так, еще.
Кто-то себя почувствует просто наивным ребенком. Есть такое ощущение, что мне там 3 года, и я только познаю этот мир. Вот такое ощущение идет. С какими-то интеллектуалами вы пообщаетесь, встретитесь, либо какой-то диалог у вас состоится. Я не вижу, что вы прям стремились к тому, чтобы стать интеллектуалом, но на вас это произведет очень сильное впечатление. И вы поймете, что очень-очень мало всего знаете. Здесь даже как стимул появится, что-то прочитать, что-то узнать, где-то, знаете, как какие-то пробелы в знаниях восполнить. Но это с пользой. Немножко, конечно, будет ущемлено ваше самолюбие, чувство собственного достоинства, но тем не менее очень хороший стимул. Вы, мои хорошие, учитесь, учитесь. Ведь не зря же говорят, что знания за спиной не носить. Знаете, вот пригодится, поверьте, пригодится. Здесь вот как судьба играет людьми, как шахматы, да, шахматы разыгрывают. Вам показывают людей, на которых нужно равняться. Людей, которые, может быть, с фанатизмом, но чему-то обучались, что-то знают. Вас не заставляют быть такими, как они, просто вот говорят, смотри, вот, можно вот так, можно вот так. Не отрицай знания, а лучше постоянно совершенствуйся, что-то изучай. И, кстати, если у вас какие-то есть проблемы в работе, в бизнесе, тоже, знаете, вот такая прямая отсылка к тому, что, чтобы стать успешным, либо добиться вот какого-то конкретного, четкого, стабильного результата, нужно учиться, нужно развиваться и нужно где-то вот пробелы в знаниях, в информации покрыть, чтобы вы для себя понимали. Так, еще. Ребенок нервничает, психует, плачет, такой, знаете, нервный. Здесь очень четко показали, что ребенка могут сглазить. Дети любого возраста здесь могут отыграться. Вы, как мама, пожалуйста, примите меры. Умойте святой водичкой и подолом своего, футболки, платья, юбочки возьмите и вытрите лицо ребенка. 3 раза умываете, 3 раза вытираете. Можете в это время читать молитву «Отче наш». Думаю, все знают эту молитву. Вот, ничего сложного. Это важно. Здесь прям как с глаз идет. И ребенок может вести себя, прям совершенно несвойственно, да, как-то вот прям агрессировать, истерить. Даже температура может подняться. Но здесь четко идет с глаз. С глаз от какой-то пожилой женщины. Вот так вот. Даже четко показали женщину пожилую. Так, еще. Здесь вы чем-то будете усердно заниматься. Работа, какой-то большой объем работы выполняете. Все сделаете как надо, все будет красиво, замечательно, на 5. Но, к сожалению, никто этого не оценит, никто не похвалит, даже не обратит на это внимание. Вот, вы, пожалуйста, не нервничайте и знайте, что все видят и все понимают. Вот, без внимания ваш результат точно не останется. То, что вам об этом не скажут, это одно. А то, что все увидят, да, это другое. Вот, не нервничайте, не нервничайте. Как работа, рабочие вопросы. Здесь на работе то ли новый человек появится, например, новый клиент, новый посетитель, новый, может быть, коллега, да, и так может отыграться. Вот новый человек, будете к нему присматриваться, а он, соответственно, будет присматриваться к вам. Смотрите, у человека к вам открытый глаз, а у вас прищуренный, да, вы как-то с недоверием к этому человеку отнесетесь. Новиночка, да, новиночка идет. Сразу хочу сказать, что человек своеобразный. Он и не плохой, и не хороший, своеобразный. Вот, идет. Если вы работаете сами на себя, какой-то человек будет к вам приставать с какими-то, не знаю, то ли претензиями, то ли с вопросами, с запросами. Очень много времени вашего отвлечет на себя. И по итогу, так и заказ не разместит, да, либо не воспользуется вашими услугами. Такой, знаете, в кавычках потенциальный клиент, да. Значит, мои хорошие, человек как будто бы что-то вынюхивает, разведывает. Возможно, это засланный казачок от ваших конкурентов. А может быть, человек сам хотел бы таким бизнесом либо делом заняться. И вот он пришел все разузнать, разведать и, грубо говоря, повторить. Вот. Конечно, очень сложно отсеивать потенциальных клиентов
от вот таких вот пронырливых конкурентов, либо засланных конкурентами людей, вы ведь чувствуете, да, что что-то не так, что человек прям слишком много вопросов задает. Делайте правильные выводы, и лучше от таких людей отказываться, чтобы потом не было печалька, да, когда ваши конкуренты будут делать точно такие же предложения, как и вы. Либо наоборот даже занижать цену, лишь бы набрать потенциал. Вот, какой-то неприятный человек. Кстати, походу женщина будет. Женщина такая, знаете, вот дотошная, вот все и расскажи, покажи, там, да, вот такие вопросы будут задавать. Так, дальше цветут цветы. У кого-то в прямом смысле слова зацветут цветы. Вы ведь у меня все разные, живете в разных уголках мира. Но у кого-то дети будут радовать вас, ваши дети, какими-то поступками, действиями, успехами. Ну, что-то хорошее, позитивная энергетика идет, и я вижу радость на вашей душе от созерцания цветов, либо от созерцания ваших детей, вернее их результатов. Так, еще какие-то мыши, не мыши, крысы, скорее всего, да, откуда-то бегут, вы знаете, с тонущего корабля бегут. Смотрите, какие-то вестники ситуации не очень приятной. Вы либо услышите, либо увидите, что кто-то что-то делает, перемещается, уходит, убегает, уезжает. Обратите внимание на этих людей. Вот они что-то знают. Да? Либо конкретно информацией владеют, либо у них такое чутье, да, что будет плохо, либо будет какая-то неприятность. Посмотрели на них и делайте ровно так же. Либо посмотрели на них и примите какие-то меры, да, меры безопасности. Я понимаю, что не у всех отыграется, но кому-то конкретно идет такое послание. Видите, люди в панике куда-то вот перемещаются, либо что-то делают. Значит, они что-то знают конкретно, либо точно. Повторите за ними, либо принимайте соответствующие меры. Как такой знак вы увидите. Кстати, по поводу знаков. Какая-то цифра постоянно вас будет преследовать. Цифра, не знаю, часы, там, может быть, где-то вы будете видеть какие-то цифры похожие, одинаковые. Эта цифра, она из вашего будущего. Она показывает не время, а количество дней либо месяцев. То есть, может быть, вы о чем-то думаете, чего-то очень хотите. Да? Например, ходите и думаете, хочу машину, а вам все время цифра, там, допустим, там 18 попадается. Это значит, через 18 месяцев у вас будет машина. Ну, это такой пример был. Вот. Это показывают именно либо дни, либо месяца. Вот цифра будет вам показывать. Но она прям вас преследовать будет, эта цифра. Грубо говоря, да, показывают дни, либо месяца до вашей мечты, до исполнения вашего желания. Как-то так. Так, какие-то вопросы с вашими пожилыми родственниками. Возникнут вопросы. Здесь пожилые люди ведут себя просто как балованные, капризные дети. У кого-то прям нервотрепка случится на этой почве. Мои хорошие, мне очень жаль, но родственников мы не выбираем. Это первый момент. И второй момент. Всех нас это ждет. Да? С возрастом люди, к сожалению, впадают в детство. Вот. Поэтому наберитесь терпения. Создатель вам за это обязательно даст награду. Да? Не ругайтесь, пожалуйста, со своими родственниками, а идите им навстречу. Это очень важно. Так, и еще какие-то новости обманчивые, как обманка, как ложь, чистой воды ложь. Кто-то на вас будет пытаться произвести впечатление лживыми новостями. Кстати, для женщины идет мужчина, а для мужчины идет женщина. Да, там все плохо, а вот я знаю, как хорошо, да, либо а я знаю, как там что-то сделать. Вот ты обратись ко мне, а ты со мной пообщайся, а ты, не знаю, заплати мне. Обманка идет, обманка. Смотрите, будьте бдительны и не попадитесь. Так, в самом венце у вас большое дерево. На одной ветке мужчина сидит, на другой женщина. Причем вы поменялись местами. Справа у нас мужчина сидит, а слева женщина. Слушайте, это хороший знак. Это хороший знак. Здесь четко мужчина и женщина меняются местами.
чего бы это ни касалось. И для женщины это хорошо, и для мужчины это в науку, да, вот прочувствовать все, вот целиком и полностью прочувствовать. Ну, замечательно, мужчине это надо прочувствовать, надо понять. Ну, а женщине нужен отдых, женщине нужно поразвлекаться, немножечко о себе позаботиться. Очень хорошее время идет. Конечно, хотелось бы, чтобы так было, да, постоянно, но, к сожалению, это какой-то лимитированный период времени, которым вы, девочки, пожалуйста, воспользуйтесь обязательно. Воспользуйтесь для себя, для своих нервишек, которые шалят. Ну и, конечно же, чтобы немножечко отдохнуть. Да, это вам нужно, для вас это важно. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.